Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина. Глава государства коснулся значения поездки делегации во главе с губернатором Астраханской области России в Губадлинский район. Подчеркнул важность строительства там детского сада в качестве дара Астраханской области. Еще раз выразил признательность за это. Президент Ильхам Алиев расценил это как хороший показатель дружеских отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе успешного сотрудничества между нашей страной и Астраханской областью России. Президент Ильхам Алиев коснулся значения того, что делегация во главе с Игорем Бабушкиным в ходе поездки на наши освобожденные от оккупации земли своими глазами увидела учиненные на этих территориях разрушения, а также строительно-восстановительные работы, проводимые Азербайджаном для обеспечения скорейшего возвращения туда бывших вынужденных переселенцев. Президент Азербайджана еще раз отметил, что разрушения, увиденные там астраханской делегацией, имеются на обширной территории во всем Карабахе и Восточном Зангезуре. Глава государства подчеркнул, что любая поддержка, особенно поддержка дружественных стран, работам по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, в том числе созданию социальной инфраструктуры, имеет очень важное значение и носит символический характер. На встрече было подчеркнуто развитие дружественных связей между Азербайджаном и Россией в различных сферах, в том числе успешное сотрудничество нашей страны с отдельными регионами России, включая Астраханскую область. Президент Ильхам Алиев сказал, что состоявшийся в этом году государственный визит президента России в Азербайджан стал весьма знаменательным событием в развитии связей. Отметил, что визит был очень плодотворным и насыщенным как по форме, так и по содержанию. Глава государства отметил, что визит председателя правительства России в нашу страну также способствовал расширению сотрудничества. Выразив признательность за прием, губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин подчеркнул, что сегодня поездка в Губадлинский район создала хорошую возможность для того, чтобы своими глазами увидеть эти территории и проводимую там работу, отметил значение строительства там детского сада. Игорь Бабушкин сообщил об осуществлении конкретных мер для расширения торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в области транспорта, транзитных грузоперевозок, сельского хозяйства, торговли, туризма и в гуманитарной сфере. Губернатор Игорь Бабушкин преподнес главе государства памятный подарок. В столице Ирландии, Дублине, состоялся торжественный прием, на котором был представлен почетный консул Азербайджана в этой стране. Терри Лейден выразил гордость за назначение на эту почетную и ответственную должность президентом Азербайджанской республики господином Ильхамом Алиевым и подчеркнул, что будет стремиться шире пропагандировать азербайджанскую культуру и ценности в Ирландии. «Я приложу все усилия для дальнейшего укрепления существующих дружественных связей между Азербайджаном и Ирландией», отметил Лейден. Посол Азербайджана в Великобритании и Ирландии Эллен Сулейманов пожелал успехов в деятельности Терри Лейдену. Назначение почетного консула будет играть роль моста между нашими странами и создаст новые возможности в экономической, культурной и образовательной сферах, сказал посол. Выступивший на мероприятии спикер Палаты представителей Ирландского парламента Шон Оффергейл подчеркнул важность укрепления отношений между Азербайджаном и Ирландией. Назначение Терри Лейдена почетным консулом говорит о твердом намерении Азербайджана и Ирландии развивать двусторонние связи. Шон Оффергейл отметил шаги, предпринимаемые азербайджанской стороной для нормализации отношений с Арменией. Он также поблагодарил азербайджанскую общину за вклад азербайджанцев в экономику и социальную жизнь Ирландии. В конце официальной части мероприятия посол торжественно вручил азербайджанский флаг почетному консулу. Организация исламского сотрудничества на самом деле появилась в середине 20 века, в период апогея, наверное, холодной войны. На тот момент он отвечал интересам государств исламского мира, в первую очередь Африки и Азии, в большинстве своем арабских государств, арабоговорящих государств. И с момента распада Советского Союза, сначала Азербайджана, а после уже Казахстан вошли в эту организацию, что, безусловно, немного изменили саму структуру, потому что организация исламского сотрудничества приобрела уже глобальный уровень. Туда вошли уже не просто государства, а целые регионы, которые ранее были в составе Советского Союза, имею в виду Центральной Азии, Кавказа. И наши государства имеют общую единую позицию по многим вещам, в первую очередь энергетической безопасности, экологической безопасности,
вообще безопасности в целом. Сейчас Организация исламского сотрудничества проходит этап модернизации. Радует, что инициаторами этой модернизации являются наши государства. Напомню, в 2011 году именно в Астане само название, структура нынешняя, и как в ее виде сейчас имеется, именно было предложено в Астане. Также напомню, что вот недавно прошедшем в Баку мировом форуме по экологии были ряд инициатив, которые как раз-таки могут быть реализованы через Организацию исламского сотрудничества, потому что вот Казахстан как раз-таки с Банком исламского развития заключил ряд договоренностей по развитию зеленой энергетики и водных ресурсов. Это проблема общая для наших регионов. Мы очень сильно зависим от природных ресурсов, и понимание восприятия энергосбережения и ресурсосбережения, она для нас актуальна. И я думаю, здесь наши государства могут не просто пролоббировать эти инициативы, но и взять на контроль и быть примерами для всех государств, членов этой организации. Помимо этого, сейчас наши государства совместно с нашими партнерами выстраивают общую политику выстраивания безопасности не только в регионах, но и в мире в целом, с участием именно всех государств, без принятия решений, без участия участников, в первую очередь самих сейчас существующих конфликтов. И это, безусловно, радует, потому что мир очень сильно изменился, и в данный момент и Азербайджан, и Казахстан являются инициаторами таких вот глобальных изменений, в первую очередь в мышлении дипломатов и дипломатической службы, потому что предыдущая система, в которой существовало ряд 5-6 сильных государств, которые решали по всему миру, что и как будет, оно сейчас, мы видим, не действует. И Организация исламского сотрудничества имеет огромный потенциал, 1,5 миллиарда человек, это огромное количество государств, это потенциал огромный, и мне кажется, наши государства, они, безусловно, свои инициативы доведут до конца именно в плане интеграции исламского сообщества. В городе Ташкент, Узбекистан, состоялось очередное заседание Президиума Академии наук Туран. На мероприятии выступил доктор исторических наук, основатель Академии наук Туран, президент Академии Туран Хайдарбек Бабабеков и поделился своими добрыми мыслями по поводу десятилетия со дня основания Академии. В частности, он сказал, открытие Академии связано с тем, что в 90-е годы Академия наук Республики Узбекистан перестала присуждать звание академика. До открытия нашей Академии около 20 лет ученым не присуждали звание академика. Таким образом, назрела необходимость открытия частной академии наук. В то время как раз был такой момент, что частные организации должны были пройти перерегистрацию. В то время уже существовал основанный мною частный научно-исследовательский институт истории народов Средней Азии имени Махпират. В устав был добавлен пункт о создании и открытии Академии наук, ее филиала и научно-исследовательского института. На его базе мы создали частную Академию наук Туран. Я рассчитывал открыть Академию гуманитарных наук, но нам сказали, что по предложению первого президента Ислама Каримова Академия должна охватывать все науки, то есть в том числе и естественные науки. Я согласился. Мы открыли Академию с возможностью открытия на ее базе различных НИИ и научных отделов. В соответствии с уставом Академии мы имеем право принимать в члены Академии ученых и высококвалифицированных специалистов вне зависимости от места жительства и социального положения, национальности и вероисповедания. Наша Академия многопланова. Мы принимаем в члены Академии и докторов наук, и кандидатов наук, и преподавателей, и художников. Для каждой категории есть свои требования. При принятии в члены Академии наук Туран выдаются диплом, удостоверение и нагрудный позолоченный знак в виде медали. На сегодняшний день членами Академии стали более 750 человек. Членами Академии являются ученые и крупные специалисты из 21 государства, в том числе из Европы, США, Кореи, Японии. Академия наук Туран фактически является международной академией. Затем он предоставил информацию о Сабире Тагиеве, руководителе азербайджанского филиала, который является вице-президентом Академии Туран, и сообщил, что принимает участие сегодня в мероприятии в Ташкенте. Академик Сабир Тагиев также выступил с речью и поздравил коллег с юбилеем Академии Туран. Он подчеркнул, что совместная деятельность всегда будет успешной.
В ходе мероприятия президент Академии Гайдарбек Бабабеков лично вручил вице-президенту Академии Сабиру Тагиеву ученую грамоту, диплом, медаль десятилетия Академии и их удостоверение. В целях обеспечения выполнения задач, определенных постановлением президента Республики Узбекистан от 5 июня 2018 года о дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в проводимых в стране масштабных реформах, Ташкентский университет экономики и технологий приглашает принять участие в республиканской научно-практической конференции «История тюркоязычных государств, культура, науки, язык и перспективы социально-экономического сотрудничества», которая состоялась 25 ноября. Конференция проводится в сотрудничестве со следующими организациями: Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Академия наук Туран, Хорезмская академия Мамуна, организация Тюрксой. Участники обменялись мнениями по научно-исследовательскому и практическому опыту, история тюркоязычных государств, культура, науки, язык и перспективы социально-экономического сотрудничества. Тема пленарного заседания была «История тюркоязычных государств, культура, науки, язык и перспективы социально-экономического сотрудничества». Имя Ербол в переводе с казахского означает «будь мужчиной». Так сельский электрик и школьная учительница назвали своего первенца и словно определили его судьбу. Родные вспоминают, что с раннего детства Ербол проявлял все лучшие мужские качества – силу, смелость, ответственность и убежденность в борьбе за свои идеалы. Каким бы он стал в 50, теперь уже никто не узнает. Но мы расскажем, каким он был в 19. Жизнь в казахских аулах суровая, как и климат. Трудятся здесь все от мала до велика, и маленький Ербол тоже жил по этим правилам. Поэтому и родные его помнят только за каким-либо делом. Ербол был очень хорошим ребенком. До 5 класса он почти жил с нами. Все школьные каникулы проводил у нас. Всегда помогал. Даже просить не приходилось. Он пас овец. Уходил с ними в степь утром, а возвращался только вечером. Уставший, но довольный. Работы вообще никакой не боялся. Босиком к скоту выбегал порой. Сильный был и молчаливый. Внимательно всех слушал всегда. Сам никогда не заводил разговоров, пока у него не спросишь что-нибудь. Характер непростой был, непростой. Друзей я у него не видела, только одноклассники. Вот в этой школе я учился с Ерболом. Уже тогда был виден его сильный характер, но при этом был очень добрым, всегда готов был прийти на помощь. Очень умный был и очень сильный. Занимался спортом, бегал, увлекался борьбой. Бывало так, как у нас говорили, выходили стенка на стенку. Драка между классами или даже целыми улицами. Так вот, на Ербола нападали 3-4 человека одновременно. И он их спокойно раскидывал. И ведь он не был двухметровым гигантом. Обычный парень, как и все. На уроках он бывало спорил с учителями, говорил, что нам историю преподают неправильно. Мы тогда думали, что это его какие-то личные фантазии, не понимали. Это потом, многие годы спустя после школы, мы стали узнавать про тюркский мир, что у нас общие корни и так далее. А он об этом говорил еще в советские годы. Одноклассники вспоминают, что Ербол еще в детстве отличался критическим мышлением. Он думал и говорил о вещах, которые противоречили советской идеологии. Ербол мечтал стать юристом, а когда поступить не получилось, с присущим мужеством и молчаливостью стал собираться в армию. Говорил, что будет десантником.
біз сені елден іздеп келдік. Сен бір қазақ батыры, Азербайжан батыры емес, сен түрік батырысың. Жайың жәннатта болсын, топырағың торқау болсын. Бұл сен бір Азербайжан халық үшін емес, түрік халық үшін соғыстың. Жайың жәннатта болсын, қалған өміріңді жастарыңа берсін. Міне алпаң сені іздеп, сені тарихқа кіргізді. Осы жерге Азербайжан халқына, Азербайжан мемлекетіне үлкен рахмет. Сені сыйлап, сенің ерлігіңді сыйлап. Я на русском языке буду говорить, чтобы вы... Героизм Барамбекова – это не просто отдать жизнь за родину, за счастье нашего тюркского народа. Дело в том, что посмотрите на дату. 20 апреля 1994 года шли ожесточенные бои в направлении населенного пункта Кармирован. Противнику удалось сосредоточить основные усилия, выйти в населенный пункт Сахлабад и взять в окружение нашей части соединения. Я, как командующий фронтом, принял решение отправить в тыл противника диверсионные группы для того, чтобы отвлечь внимание противника. Одну из групп я приказал полковнику Эльдару Агаеву выслать туда старшего сержанта Барамбекова. Барамбеков, получив от меня команду, должен был выйти в тыл противника и помочь нашим наступающим контратакующим подразделениям для того, чтобы отвлечь главные силы противника, идущие в наступление. Этот сержант не просто выполнил свой долг. Сержант, прикрывая своих товарищей, стянув на себя все противника резервы, позволил батальону Эльдара Агаева успешно отразить наступление целого полка армянских захватчиков. Ценой своей жизни Барамбеков доказал всему миру, что победить народ, который любит свою землю, который защищает свою землю, невозможно. Нет такой армии, которая могла бы уничтожить народ, который любит свой народ, который защищает свою землю. И во веки веков имя Барамбека останется в наших сердцах, потому что он – это символ тюркского воина. Павлов. Sağ olun. Teşekkür ederiz seni. Allah rahmet eylesin. Amin. Nasibe Hanım. Siz başladınız. Давайте. Видео запишите. Вот, нажмите, ладно? Когда я подойду. Так, мне надо пойти. Остальном болит? Можете сказать. Да, честно. Насир ханым, не надо плакать, он наш гордость. Мы гордимся за него. Ербол Барамбеков действительно это наш герой, герой тюркского мира. Только Азаматтың баласы. Я всегда, почему я плачу, потому что я на своем месте представляю его маму, которая его ждала и не дождалась, покинула этот мир. Естественно, материнское сердце такое не выдерживает. Как сейчас сказали, что он действительно погиб за тюркскую землю, за ту землю, где сейчас живут наши братья, наши сестры, живут под мирным небом. Ерболу всего было 19 лет, он был без вести пропавшим целых 28 лет. И в один прекрасный момент, я всегда говорю, что все-таки когда-то что-то кончается, когда-то что-то начинается. Ербол Барамбеков, мы его здесь нашли здесь, на этой аллее шахидов, через 28 лет. Я о нем написал, когда я стояла первый раз на этой могиле, я поклялась именно здесь стоя, что я напишу о нем книгу, я подниму его дух. Это символ патриотизма, это символ военной солидарности, это символ любви к тюркской земле. Не имеет значения, кто он, например, по национальности. Здесь сейчас все лежат, все шахиды. Они все погибли за освобождение своей родной земли. Ербол Барамбеков, он казах, он наш парень, но он сейчас герой всего тюркского мира. Он похоронен здесь, и я считаю, что он лежит здесь спокойно, комфортно,
потому что он воевал за эту землю. И эта земля, мы сейчас находимся в Азербайджане, в Баку, я хочу сказать, что эта земля его приняла. Хочу поблагодарить всех, весь азербайджанский народ, всю молодежь, ученых, политиков, журналистов, всех, кто сюда приходит почтить память, прочитать Коран. Я благодарю их за то, что не забывают нашего героя. Я привезла большой привет, ну это привет какой, сердечный привет от сердца, своими словами от всего родины, с Жамбульской области, село Карагаты, там проживает его братишка, от всех наших казахстанцев, от всех матерей, которые, вот, кто чувствует чужую боль, кто потерял своих родных, он поймет. Я мать тоже своих детей, и каждый раз, каждый год, в год несколько раз, когда я прихожу, слезы боли, тоски, слезы гордости всегда вот идут из моих глаз. Жатқан жері жайлы болсын, иманы саламат болсын. Спасибо всем однополчанам, генералам, офицерам, что чтят память и очень хорошо о нем отзываются, потому что они воевали вместе, они познали войну, смерть, кровь, потери товарищей. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لهم واحشرهم مع ما كانوا يتولونهم على أئمة المعصومين Şahit Yerbağ'ın ruhu şad olsun ve onun timsalında ne kadar şahitlerimiz var, hamdü ruhları şad olsun. Ve bi hakkı Muhammed ve bil Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina
этот раз мы вам расскажем о провинции Турции Кахраман-Мараш. На юго-востоке Турции находится город Кахраман-Мараш, центр одноименного Ила области. Занимает равную территорию на подножье горы Восточный Тавр. История города начинается в 1000 году до нашей эры. Первоначально в римский период, а затем в византийскую эпоху город назывался Цезария Германикея. Нынешний Кахраман-Мараш зародился в 17 веке на расстоянии 18 километров от территории старого города. До 1973 года именовался Мараш. Затем к названию было решено добавить слово «Кахраман», что в переводе означает «герой». Высокий титул был получен за победу в битве с французским легионом во время войны за независимость Турции. Кроме достойного звания, город был награжден медалью за независимость. Главной исторической достопримечательностью древнего Мараша считается цитадель, возвышающаяся на холме в центре города. Среди старинных мечетей города есть здания, построенные в 15-16 веках. Численность населения Кахраман-Мараша на сегодня около 2 миллионов человек. В провинции есть такие города, как Афшин, Андырын, Чаглаян-Джерит, Экинözü, Эльбистан, Гёксун, Кахраман-Мараш, Нурках, Пазарджик, Тюркоглу. Над городом нависает длинная гора высотой в 1,5 километра. Кахраман-Мараш стоит на большой равнине и развивается именно с одной стороны горы, а не на равнине. Сверху гораздо красивее вид, и ветры лучше дуют, когда летом жарко. Город стремительно растет на глазах. Строятся новые многоквартирные жилые дома, где новый Мараш, а где старый, хорошо видно с неба. В центре города есть холм с аккуратным парком среди остатков крепости. Имеется обзорная площадка и небольшой музей родного края. Для прогулки по Марашу не нужно иметь с собой запаса воды. Часто стоят краны с питьевой водой, в среднем между ними не больше 500 метров. В Мараше весьма низкая преступность. На ночь у лавок не убирают выставленные овощи и фрукты, только прикрывают их. Можно зайти в магазин, оставив открытыми ветровые стекла в машине. Hazin tovuz akşamı yanır göylerin şamı, dayanıp seyredirem hatireler dünya. Турция – страна древних традиций. Как и 100 лет назад, местные жители развивают и популяризируют народные промыслы. В Мараше жизнь кипит. На улицах, магазинах, рынках, мастерских многолюдно. В отдельных местах Мараша в лучших древних традициях здесь по-прежнему изготавливают интересные сувениры из кожи, камня, стекла и керамики. Например, Назир Бунджук, глаз Фатимы, всевидящее око, самый известный сувенир в Турции. Своему обладателю он приносит удачу и защищает от сглаза. Его принято размещать у входа в дом.
казаки – знатные кожевники, а в Кыргызстане вряд ли найдется человек, который не слышал о куртках, обуви, сумках и прочих турецких кожаных изделиях. Медная посуда. Такая посуда была широко распространена во времена Османской империи. Сегодняшние мастера изготавливают медные изделия в лучших древних традициях, но немного проще в плане внешнего вида. Во время Дарданельской операции Первая мировая война большинство военнослужащих турецкой армии использовало уставное холодное оружие – сабли и штык-ножи. Но турки глубоко чтят свои традиции предков. Многие солдаты и офицеры турецкой армии имели сильные семейные военные традиции, когда их отцы, деды и прадеды служили и воевали за свою империю. Вместе с семейными традициями передавалось и оружие отцов-дедов следующему поколению турецких воинов. Отметим, что такая же традиция существовала и в Российской империи, когда казаки использовали оружие дедов. Это было почетно, престижно и вдохновляло воинов на подвиги и продолжение воинских традиций семьи. Кроме того, Кахраман-Мараш славится ювелирной промышленностью. Он занимает второе место после Стамбула по производству золотых изделий. Огромное количество разнообразных ювелирных украшений представлены в магазинах, бутиках и торговых лавках.